Утро у нас началось в доме охотников в филиале Орманд Блак. Cornfields stretching, golden as the sun. Picnic Sunday, laughing just for fun. Mama's voice calling from the kitchen door. Smell of apple pie, bringing us back for more. Oh, the hometown blues, they never leave my heart. Every strum from that guitar takes me back to the start. My Monica willing, so deep in the night. In our little hometown, everything felt right. Bonfire glow, stories of old, feet tapping. Сегодня у нас начинается турне по Кокшетавскому национальному парку. Посмотрим, что есть интересного. Чудо в Кокшетавском у нас, кажется, сел аккумулятор, машина не заводится. Вот сейчас инспектор Иван оказывает первую помощь. Вроде бы селектор нормально, стартер нормально. Ну, думаем, дело в аккумуляторе. Как снимать?
Так, мы сегодня приехали также посетить визит-центр Курчатовского национального парка. Все зверюшки находятся на территории нашего государственного национального парка. Вот эти птички, зверюшки. Смотри, фотографируйся. Министром, она же эти вещи не любила. Но Дважды мы ее сдали, дважды пришлось выбирать, чтобы этого не было. Вот мы, карта наша. Находимся вот здесь, Зерниндарот. Государственный национальный Зернинский филиал. Вчера вы были в Орман-де-Булак, сегодня сегодня, да? Челкар, этот самый Арек-Балык, Айртау, вот наверху. воздух является главным лекарством от всех болезней. От него Зелендинский благодатный край располагает все. мы в национальном парке Кукшетау. Второй раз за весь проект у нас оторвался фаркоп. Вот Талгат, замдиректор Зерендинского филиала же, да? Филиала. Сейчас с ребятами тут делаем, чтобы завтра спокойно поехали в наше путешествие. Итак, мы идем на австрийскую стену. В истории эту стену строили австрийские военнопленные в 1914-17 годах во время Первой мировой войны, когда разделяли, получается, лес на государственные угодья, ну, как бы охранную зону, и местного предназначения, где люди могли срубать деревья и готовиться на зимовки. Ну и разных. Это все находится у нас в Курчатовском нацпарке. Талгат сейчас покажет очень интересный момент, как говорится, именно в лесах. Вот как прячутся у нас в лесу грибы. А внутри гриб, да? Да? Вот открываем. Опа! Вот он гриб. Грусть. Так что искать нужно не только снаружи. Вот фрагментально осталась стена, которую строили австрийские военнопленные. Вот начало ее. И она длится вон порядка 17-19 километров. Она фрагментально, правда, осталась здесь. Видите, уже рассыпалась. Вот.
Мало кто знает о существовании Кокшетавского национального парка, который, честно говоря, многих любителей не только грибов, но и лесов очень даже могут тут отдохнуть. Мы были вот на Австрийской стене. Ну, это одна из тоже достопримечательностей. А тут их много. Поэтому, если будете приезжать, как говорится, заезжайте в национальный парк Кокшетау, отдыхайте. Тут есть зоны отдыха. Можете искупаться. Ну и все, чтобы было отлично, можете сходить за грибами. Онга! Сегодня мы поедем в Северный Казахстан район. Мы остановились в комплексе, получается, отдыха Парус. Сейчас посмотрим, какая тут красота. Вот в этом доме мы сейчас сделаем обзор. Дом двухэтажный. Наша семья без проблем разместилась. Также есть терраса, где можно сидеть, отдохнуть. Сказали, нельзя напиться туалет. Мам, нету. Вот такой первый этаж. На первом этаже вот такой вот трехместный. Вот так. На втором этаже такие большие кровати. Ну и отсюда открывается вид. Так что в нацпарке много где можно остановиться. Главное заранее забронировать. City lights begin to gleam as the sun melts into stream. Saxophone whispers so sweet, guiding slow and steady feet. Neon signs flicker and glow. People stroll, taking it slow. Melodies weave through the air in a dance without a care.